Ассаламу алейкум, казахи. Я хотел сегодня сообщить, обратиться, что антикор вообще не нужен Казахстану. Надо расформировать. Это вообще она бездействует абсолютно. Она создана для того, чтобы она, так сказать, крышевать коррупционеров крупного калибра, акимов, крупных бизнесменов, олигархов. В связи с этим я хотел обратиться к руководителю антикора Республики Казахстан Жумагали. Почему вы отдаете распоряжение главе антикора по Жамбылской области Махазяну, чтобы не принимали меры о привлечении к уголовной ответственности действующих судей, ныне председателя Алматинского городского суда Смаилова, судей Жамбылской области или областного суда Куликеева, Алимкулова, которые совершили тяжкие коррупционные преступления? Для чего тогда нам нужен антикор? Если вы крышуете, вы что имеете? Что там Смаилов вам пообещал или кто там вам, Токаев, да, запрещает? Явно коррупционное правонарушение. Следователь Асем Калыкова, она хотела принять меры для того, чтобы, антикор города Жамбылской области вынес новое представление генеральному прокурору на ответное письмо, отписку Верховного суда внутренней безопасности, который у них. Шадиев или как его фамилия, я не помню. А вы запрещаете на высоких тонах, как я, руководителю антикора по Жамбылской области принимать такие меры. Для чего тогда нужен антикор? А? Что вы там имеете? Хотите стать таким же миллиардером, как эти акимы наши? 25 миллиардов долларов запретили, которые были похищены выделены на коронавирус. Расследование. Нигде расследование. 46 заявлений я написал. Указал, где, какие, сколько, в каком объекте было украдено, при каком акиме, каким области. Для чего нам нужен только тут антикор? Почему следователю, почему главе антикора такие распоряжения даете? Это тяжкие преступления не совершали. Мы в каком государстве? В бандитском живем, что ли? В бандитских государствах там хотя бы по понятиям живут. Здесь неопровержимые доказательства, письменные. Я обратился по этому поводу руководителю антикора города Алматы Рахимову. Он явно сказал, что явно коррупционное преступление, но здесь Жамбылская область. Хотя, когда он был заместителем главы антикора по Жамбылской области, я преподносил ему это заявление. Потом его перевели к Кокшетау, и вот он здесь перенаправил руководителю, так сказать, антикора Жамбылской области, исполнитель, старший следователь Асем Калыкова. И она хотела такие действия провести, а оказывается, вы здесь наехали на руководителя антикора Жамбылской области и запретили. Для чего тогда нам нужен антикор? Чем вы там занимаетесь? Открыто вон, видите, вот эти акимы как воруют, асфальты копают. Целый здоровый асфальт корябают, ложат новый асфальт, убирают качественные бордюры. Вместо них меняют другие некачественные бордюры. Для чего тогда? Министр внутренних дел я также хотел обратиться. Почему? Для чего вы существуете? Любителя русского языка, любителя русского мира, который хотите угодить Путину. Когда дело дошло, экспертиза указала, что по санаторию Каргалинка, Алматы, что межнациональный рост. Возбудили уголовное дело 14 августа. После того, как я написал заявление привлечь к уголовной ответственности владельца Кахимжану Зейнулу, тут же уже 6 месяцев волокить от него возбуждают. Возбудили уголовное, расследование толком не ведется. Этого Кахимжана вообще не допросили. Хотя я уже несколько раз обращался с ходатайством. Для чего вы тогда? Вы существуете только вот этих крышевать олигархов, так сказать, власть акимов крупных.
Заместитель начальник департамента полиции города Алматы по следствию ограничившись отпиской крышую своих подчиненных, до сих пор не принимает меры по, так сказать, прокурорского реагирования в отношении прокуроров, которые вместе с следователем, как я предполагаю, уничтожили наши все доказательства и увели от уголовной ответственности всех 7 подозреваемых, в том числе прокуроров и сотрудников полиции. Не знаю. Давайте закрывайте свои организации, господин глава антикора, господин Токаев. Закрывайте вот этот антикор в первую очередь. И примите меры по прокурорам, по этим, как его, Министерству внутренних дел. Когда они крышуют, так сказать, преступников, совершают сами уголовные правонарушения, уничтожают из материалов дела письменные доказательства, в виде доказательства, уводят от уголовной ответственности своих подчиненных и круговой порукой, и все суды, и прокуратура, и полиция, КМБ, все в одной связке, как паук, кто-то сидит сверху и там дергает за ниточки. Люди вон уже на грани, самосожжением занимаются, руки себе режут, в суды обращаются, никакого толку нету. Расформируйте антикор, совершите вот эти, как его, реформы. Уберите всех глав вот этого руководства. На личные приемы попасть это вообще невозможно.